Каждый год вот так, в таком же состоянии. Еще вчера по мосту можно было пройти пешком, говорит Гузель Шамиева. Но уже сегодня путь преградила большая вода. Это единственная дорога, отделяющая от основной трассы жителей Черкиби-Пкеева. В этом году еще мало. Она раньше все поле было весь покрыто льдом. Ледоход хороший был. След прям на поля выходила. Местные к половодью уже привыкли. Каждый год они отрезаны водой от большой земли. Поэтому к паводку готовятся заранее. Продукты и медикаменты привозят родственники. На той неделе такого не было, мы им продукты привезли. На все половодье. Уровень воды в Свияге поднялся примерно на метр, но этого хватило, чтобы затопить мост. Дело в том, что и деревня, и река находятся в низине, а изначально и сам мост был сконструирован низко для обеспечения пропуска талых вод. В этом году серьезных проблем для жителей подтопление моста пока не представляет. Пройти и проехать по нему можно. Чтобы запретить движение, уровень воды над мостом должен быть не менее 30 сантиметров. Сейчас там только 10. Но выезжать рискуют не все. Некоторые добираются до райцентра по объездной дороге. Я отсюда не езжу, жду, пока отступит вода. Если надо будет, то проедет кому. Кому не надо будет, тот не проедет. Если нет необходимости такой. На сегодняшний день на той стороне человек, им, да, наводнение, все медикаменты завезли, продуктами обеспечены, связь поддерживаем. Уровень воды 2 раза в день проверяют спасатели. Они успокаивают и говорят, угрозы подтопления близлежащих деревень нет. Но если река все же выйдет из берегов, встретить воду готовы во всеоружии. Да, у нас имеется 2 плавсредства в готовности, значит, спасатели. Дежурная смена и резервная смена. По 3 спасателя в течение часа прибывает на место и выезжает, значит, по месту происшествия. По словам спасателей, сегодня пик половодья. Вода здесь начнет отступать уже завтра. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Буинский район.